Этот поиск будет гораздо труднее предыдущих. Ведь, например, мавзолей и медресе неплохо сохранились, а от мечети и городских бань остались, по крайней мере, руины. Что же касается дворца, то мы не увидим здесь сегодня ни его стен, ни даже развалин. Однако не все так безнадежно. Давайте отправимся на его поиски и выясним, действительно ли дворец первых крымских ханов исчез совершенно бесследно. Первое, что мы найдем, будут письма и ярлыки Менгли-Гирая и его ближайших преемников. Если внимательно читать их тексты, то можно заметить, что примерно с 1502 года привычная подпись в конце документа «написано в Кырк-Ере» меняется на другую, «написано в Девлет-Сарае». Как только не переводили это название посольские переводчики, то «веселый городок», то «счастливая палата», то даже по-арабски «шехр» и «феррах». Однако смысл всех переводов оставался одинаков, и факт был совершенно очевиден. Отныне крымские ханы подписывали свои документы в новые резиденции. К сожалению, ни многочисленные иностранные послы, ни сами хозяева дворца не оставили нам описаний этой резиденции. Как она выглядела, где она стояла, в каких залах проходили официальные приемы. Лишь в 1578 году, уже после того, как столица была перенесена в Бахчисарай, прежнюю ханскую ставку кратко описал польский посланник. В конце этого города, то есть Бахчисарая, есть другой город, называемый Салачик, с хорошими домами, построенными турецкими жителями. Ханский дворец или дом древними татарскими государями великолепно украшен зданиями, мечетями, гробницами и банями. Ханы, имея свободное время от занятий, удаляются в этот дворец со своими женами.